В рамках реализации инвестпроектов Минэкономразвития Ингушетии активизирована работа по завершению и вводу в эксплуатацию крупных проектов, а также реанимированию простаивающих, в частности птицекомплекс «Южный», на базе которого выращивается мясо индейки со штатом 72 человека, открыт в мае 2021 года. Здесь планируется создание 468 рабочих мест. На швейной фабрике 4 бра трудится 220 человек, а в перспективе цифра достигнет 1500 вакансий. 80 специалистов трудоустроены на обувной фабрике Фелиджа Пеле, а увеличится штат до 200. При этом в центре занятости было представлено 50 вакантных рабочих мест. Лесоперерабатывающий завод «Мужичи» открыт в январе 2021 года с планируемым кадровым составом 46 сотрудников. У нас недоверие инвестиционное настолько высоко, что я никому не верю, понимаете? Но оказалось, есть реальные люди, которые в действительности начали работать, потому что на момент предприятия, я хочу, чтобы понимали, ни одно предприятие не работало, ни одно, ну почти. Вы знаете, что светодиодные, стекольные. Я в действительности с большим недоверием относился и скрупулезно высказывал мнение, чтобы они доказывали. То есть инвесторы доказывали. И они доказали нам, всей республике, что они могут сделать. И прекрасно вот сейчас начали работать предприятия. И сельскохозяйственный сектор. Урожай, который был 8-10 центнеров, сейчас, как мне докладывают, в прошлом году 25-27 был, сейчас 30. Стоит отметить при этом, что в органы службы занятости населения информация о наличии вакантных рабочих мест поступила не от всех компаний. Между тем, руководитель субъекта отметил новую проблему, с которой сталкивается регион при открытии производств – отсутствие профессиональных кадров. Он также сообщил, что работа по привлечению трудоспособной части общества будет вестись как на региональном уровне, так и муниципальными властями с привлечением общественных, религиозных деятелей и экспертов. Чтобы попросить людей зайти в свой огород, мне пришлось конкурс объявить. Понимаете? Конкурс фонда опять вот там почти 2 миллиона, да? Что у нас? Просто, понимаете, людей разучили враньем, ложными документами. Вот, как мне Минтруд докладывал, выказывал, 15 тысяч стоят у него на безработных. Не можно швейную и обувную 400, 500, 600 человек набрать. Бог будет, 15 тысяч человек стоят. Значит, я сказал, очищайтесь. И предприятия, вот кто работает у нас, они туда не идут. А вот эти рога и копыта предприятия, он куда-нибудь направляет его, Бог бьян, там уже перечень дают же, он приходит, говорит, дай мне справку, что ты меня не принял там. Вот он приносит и опять встает, да, на учет, потому что, нет. Кого мы обманываем? Мы такое поколение получим. Мне жалко то поколение, которое сейчас растет. Они не приучены ни к учебе, потому что хорошего специалиста не найдешь, даже окончившегося вуза. Я сам сталкивался с этим. Зачем эти колледжи у нас? Зачем они нужны, если они готовят ненужных специалистов? А если готовят, они даже не знают тот предмет, которым их учат. Ну как это можно? Цеха большие, чистенько, уютно. Там вообще в Южном Костове, вот там я зашел, там же стерильно все, как бы операционные, понимаете? Или взять швейную, до 600 человек нужно. Договорились, уже там сотни, до миллиарда уже заказы. Заказы не может взять, потому что у него нет рабочих. Напомним, задача по реанимации 11 простаивающих предприятий поставлена главой региона в прошлом году. Хазида Бриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.